Страницы древнего Евангелия 1677 года Марина Кириченко, главный хранитель Национального музея, перелистывает с особым трепетом. Книга оказалась вдвойне ценной. В ней случайно нашли старинные письма, именуемые грамотками. Мы открыли эту книгу и обнаружили сначала, что вот эти листочки, они вот так были приклеены. И наш реставратор по бумаге, реставратор нашего музея, все это аккуратно отклеила, не повредив текста. И действительно предположения оказались верными, и мы увидели 2 частных письма 17 века. Открытие, говорит Марина Николаевна, главным образом заслуга приглашенного из Москвы историка и археографа Бориса Морозова. Именно он буква за буквой расшифровал письма. В одном из них, как выяснилось, ямщик Никон Тюрнин, живший в Коме, рассказывал о пути книги из Москвы в Ульяновский монастырь. Это скоропись 17 века, которую выполнил именно сам Никонко Федоров, сын Федора Тюрнина, который приехал из Москвы в второй половине 17 века, чтобы восстановить Ульяновскую обитель. Именно из строя со Стефано-Ульяновского монастыря в 1924 году Евангелие попало в музей. С XIV века обитель считалась хранителем книжной культуры. Одна из самых крупных библиотек края была именно здесь. Специалисты не отрицают, найти подобные грамотки можно и в других монастырских изданиях. Сейчас в фондах музея 137 подобных книг. Это уникальное явление вообще в культуре России, потому что сохранилось их очень немного. И они были изучены очень подробно лингвистами, потому что это живой разговорный язык, это тот русский язык, на котором разговаривали люди. И поэтому, конечно, такая находка именно в нашем музее, она весьма очень важная. Сегодня не все найденные записи расшифрованы. Для продолжения работы Евангелию нужна реставрация. Трудоемкий и очень дорогой процесс. И все же работники музея надеются, что смогут раскрыть все секреты старинной книги. Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.